Ребята, всем привет! Всем энергии, позитива, добра и хорошего настроения. Давайте с вами проверим качество звука и видео. Достаточно по 10-бальной шкале оценить в чате, чтобы я понимал, что меня слышно и видно, и трансляция идет. Все супер, отлично. Все, у меня настроение сегодня очень хорошее, и мы сегодня с вами собрались, соответственно, что на обучение, на мини-тренинг по мессенджеру Telegram. И сегодня у нас урок номер 5 по нашему марафону. И мы сегодня вместе с вами узнаем много фишек, много инсайтов именно про мессенджер Telegram. Возможно, какая-то информация кому-то будет знакома, но есть, скажем, партнеры, которые сегодня хотели бы больше информации узнать про именно мессенджер Telegram, почему мы его сегодня используем, как именно, наверное, мессенджер номер один для продвижения нашего бизнеса сегодня и не только. И вы сегодня узнаете, насколько удобен Telegram, как вы его можете использовать в повседневной жизни, также при общении с родными, близкими и, соответственно, самое главное, для продвижения нашего бизнеса и, следовательно, для привлечения клиентов и партнеров в свой бизнес. Вот. Ну что, готовы? Как настроение? Хорошее, ребята, у вас всех? Блокнот с ручкой все приготовили? Вот, все супер. Сегодня у нас будет урок, он не длинный. Мы сегодня проведем короткий с вами урок, где-то, наверное, минут на 30-50. Вот, и я вам сегодня, скажем, проведу теоретическую, скажем так, тему и что-то наглядно покажу по Телеграму. Вот. И я постараюсь, чтобы вам было это все понятно. Но если вы готовы, то мы с вами будем приступать, и меня слышно и видно. Готовы, да? Погнали. Итак, сегодня мы с вами разберем несколько с вами вопросов, блоков. Первый блок – это Telegram больше, чем просто мессенджер. То есть я вам расскажу, соответственно, про Telegram. Второй блок у нас будет – это возможности Telegram. То есть возможностей в Телеграме очень много. Я о них сегодня обо всех рассказывать не буду, потому что их вот реально очень много. Я вам расскажу о самых основных, которые я сам использую и которые буду вам рекомендовать тоже использовать. Третий блок у нас будет, как использовать для привлечения клиентов в бизнес мессенджер Telegram. И четвертый блок у нас будет, это домашнее задание. Вот. Если готовы, то давайте прямо сейчас с вами приступим. Все, количество участников у нас прибавляется. Видно, что немного, скажем, кто-то опаздывает. Вот. Но, как говорится, ничего страшного, мы научимся это делать на марафоне, не опаздывать. Вот. Кстати, можно на эту тему также провести еще отдельное мероприятие. Но все, если готовы, меня слышно и видно. Также, ребят, что хочу сказать. У кого, кто зашел с телефона, для того, чтобы мое видео было в закрепе, там очень удобно. Вы видите видео, и на это видео 2 раза вот так вот пальцем раз-раз, и у вас видео это будет в закрепе. Вот. То есть многие, скажем, уже догадались, как это делать, а кто-то нет. 2 раза вот так тапните, и у вас будет мое видео в закрепе. Вот. Но также я его закрепил. Ну все, поехали. Итак, первый блок у нас – это Telegram больше, чем мессенджер. Вот. Давайте я вам сейчас расскажу о преимуществах Телеграма и почему в нем сейчас сфокусирован наш бизнес. Очень, скажем, коротко сейчас и сжато расскажу. Смотрите, мессенджер Telegram, он очень сильно развивается, и он уже вышел как мессенджер номер один по скачиванию в Play Market, в Apple Store и так далее. И сегодня, скажем, аудитория людей, то есть даже с Инстаграма, заблокированного в России, переходит именно в мессенджер Telegram. И, конечно, мессенджер Telegram – это сегодня очень удобный мессенджер, он гораздо круче и превосходит, скажем так, несколько десятков, сотен раз это мессенджер WhatsApp, также мессенджер Viber там и так далее. Про Skype я, ребят, вообще молчу. Skype – это сегодня уже старая, устаревшая технология. Вот. Понятно, что аудитория, она сегодня везде есть. Вот. И нам нужно быть и в Skype, и в WhatsApp, и в Viber и так далее. Да? Где-то там остались какие-то группы, да, то есть там нужно находиться. Но, соответственно, вести сегодня бизнес, то есть свои чаты,
допустим, все структурные чаты у нас сегодня общекомандные по Академии «Успех вместе», они все сегодня сфокусированы в Телеграме, потому что сегодня это очень удобно. Итак, далее, что хотел сказать. Вот, допустим, почему мессенджер Telegram удобнее, чем WhatsApp? Самое простое, ребят, это то, что в мессенджере Telegram, допустим, в группе, можно, допустим, иметь до 200 тысяч участников. В отличие от WhatsApp, там всего 500 с чем-то участников. То есть это очень неудобно. WhatsApp недавно это, скажем так, расширил, но там было вообще 256 участников. И в WhatsApp нет, скажем, прав администратора, вот кто, допустим, создал чат, там нет прав таких вот администраторов, чтобы удобно вести данный, скажем так, чат. Потому что люди разные, все хотят какую-то информацию скинуть где-то еще и так далее. И вот в этом сегодня, конечно, рулит это мессенджер Telegram. Далее, в отличие от социальных сетей, которые сегодня нужно вести, Telegram – это самый простой источник привлечения клиентов и партнеров. Допустим, смотрите, чтобы сегодня вести Инстаграм, то в Инстаграме понятно, что это такая медийная социальная сеть, там нужно что? Постоянно записывать сторис, вот, а также делать что? Исходящий поток, это картинки хорошие, да, тексты и так далее. Вот, и не все как бы готовы сегодня, допустим, себя позиционировать правильно, так как это нужно в Инстаграме для того, чтобы эта социальная сеть работала и приносила клиентов. Вот. Я думаю, вы со мной сейчас согласны. И в отличие, скажем так, от социальной сети также ВК, в отличие от Facebook и так далее, то Telegram это сегодня именно не просто мессенджер, это также еще и площадка, где мы можем сегодня продвигать наш бизнес и знакомить клиентов и партнеров именно с нашим направлением. И в Телеграме, почему, скажем так, удобнее, в Телеграме достаточно загрузить свою аватарочку хорошего качества, да, то есть себя, да, картинку, либо видео, сегодня это тоже возможно, и минимально заполнить свой профиль. Вот. И следовательно, что? Чтобы там обязательно был контакт, телефон и так далее, то есть все данные заполнены. И вот таких вот простых действий сегодня достаточно для того, чтобы вот уже просто начать использовать Telegram. И согласитесь, что это может сделать абсолютно любой новичок, абсолютно любой партнер, абсолютно любой клиент. Загрузить свою аватарочку и, соответственно, адекватно сделать свое имя и фамилию. Вот. Это, скажем так, несложно. Вот. И, соответственно, использовать по определенным алгоритмам, которые сегодня, во-первых, обучают в Академии «Успех вместе», и также, соответственно, вы сами понимаете, как это сделать. Далее, почему Telegram больше, чем мессенджер? Потому что неограниченное количество участников в каналах и группах, то есть я про это уже говорил, в сравнении с WhatsApp и Viber. То есть к этому возвращаться сегодня не будем. Мы понимаем, что в Viber неудобно, там ограниченное количество аудитории находится, да, в WhatsApp, соответственно, аудитория большая, но он неудобен для продвижения сегодня нашего бизнеса, а вот Telegram в этом плане сегодня рулит, потому что в каналах, допустим, в Телеграме можно собирать аудиторию вообще неограниченного количества, а именно в чатах до 200 тысяч, но поверьте, 200 тысяч вот так вот за глаза для партнера, для того, чтобы, соответственно, этой группы человеку, скажем так, хватило на постоянную основу. Также Telegram, ребят, это облачное бесплатное хранилище, которого ни у кого нету. То есть, если, допустим, брать Telegram и сравнивать его с WhatsApp и Viber, то, допустим, в WhatsApp можно отправить не такой большой файл и видео, и оно там очень сильно сжимается и теряет свое качество. То есть, допустим, использовать WhatsApp для того, чтобы скидывать картинки и, допустим, делиться какими-то файлами, не особо сегодня, ребята, удобно. Viber, я про него вообще молчу, потому что там видео, однако, всего лишь можно длиной на 5 минут отправить длиной, а также ограниченное количество по мегабайтам. И я всегда, вот, допустим, когда делаю рассылку по Viber, так как там очень много, скажем так, тоже есть чатов, вот, старых чатов, они там есть, и я все равно их веду, так же, как и веду чаты в WhatsApp и в Skype, да, вот, то уже неудобно, допустим, тот формат
файлов, видеороликов отправлять именно в эти мессенджеры, потому что там уже все ты не можешь отправить эти данные. И, конечно, там очень сжатый функционал, который, ну, прямо не сравним с Телеграмом. И самое главное преимущество, ребята, Телеграма, смотрите, это видео и, соответственно, аудиочаты. То есть с неограниченным количеством участников. Единственный мессенджер, который сегодня предоставляет такую возможность, это проведение, соответственно, видеочатов, то есть прямых трансляций прямо в вашей группе, в вашем канале. И сегодня я считаю, что это очень удобно, ребят. И, конечно, Telegram, он, ну, прям ушел далеко в плане вот этой вот возможности. Потому что, допустим, для того, чтобы сегодня вызывать наивысший коэффициент доверия для наших потенциальных клиентов и партнеров в бизнес, это видеоформат. Вот запомните, запишите. Скажем, самый наивысший такой коэффициент доверия, привлечения наших потенциальных и клиентов в наш бизнес – это видеоформат, это прямые трансляции, это видеочаты в Телеграме. Вот. Это очень важно. Если вы хотите быстро, соответственно, привлекать внимание своих клиентов и партнеров в социальных сетях, неважно, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, вам нужно что? Научиться снимать собственные ролики. Нужно научиться, соответственно, себя позиционировать как личность. Это, ребята, это вот самое главное сегодня, скажем, трудность, с которой каждый интернет-предприниматель, и мы с вами сталкиваемся в интернете, когда мы предлагаем, допустим, нашу систему обучения, да, мы понимаем, что она сегодня несет большую пользу для аудитории. Мы понимаем, что сегодня наши технологии реально работают. И вот вроде хочется всем помочь, до всех достучаться, всем донести эту информацию, и ты вроде бы как пишешь текст там с хорошей картинкой где-то в социальных сетях, а вот почему-то тебе не пишут, да, и ты такой думаешь, ну я же там старался, я же там писал и так далее, я же там картинку выкладывал, блин, что ж мне не написали. А, ребят, суть какая? Сегодня в современном мире очень много, скажем так, разных продаж. Каких продаж? Банки предлагают свои услуги, какие-то опционы постоянные, что-то еще и тому подобное. Вот. И я, конечно, на каждой презентации, вы не раз это слышали, что я всегда говорю, что самые большие деньги сегодня, они находятся в продаже товара либо услуги. И если человек хочет выйти на новый уровень своих возможностей, то ему нужно еще и перейти из разряда, скажем так, клиента в разряд предпринимателя, то есть человека, который создает и решает проблему большого количества людей. Вот. И вы это, в принципе, не раз, скажем так, слышали. И я что хочу, вот видеоформат – это сегодня наивысший, скажем так, момент вовлечения людей и создания коэффициента доверия. Почему, допустим, в социальных сетях не покупают? Потому что мало коэффициента доверия. То есть человек, допустим, прочитал ваш пост, а он вас не знает, правильно? Он с вами не знаком, он не знаком там с бизнесом, там еще с чем-то и так далее. И человек, он как бы не доверяет вам, понимаете? И вот наша задача, это, во-первых, через социальные сети, через мессенджеры создать именно с нашим потенциальным клиентом именно коэффициент доверия самый высокий, понимаете? Что в социальных сетях. Почему мы, допустим, позиционируем где-то свою жизнь, через сторис, через посты там, в Инстаграме, в ВК. Когда мы это активно начинаем делать, то люди начинают нам писать, задавать вопросы. Хейтеры начинают писать. Когда вам пишут хейтеры, это очень хорошо, значит, вы уже что? Как-то обозначились, вас хейтеры заметили. Это очень хорошо, то есть не надо переживать, если вам там кто-то какой-то плохой комментарий написал в социальной сети. Ребята, это нормально. Вот, значит, ваша заметка сработала. Вот. Значит, соответственно, ее уже читают и, возможно, вовлекаются ваши клиенты и партнеры. Вот это вот очень важный пункт. Коэффициент доверия – это самый высокий сегодня момент. Идем с вами далее. Вот. Надеюсь, вам, скажем так, нравится то, что я вам сейчас говорю. Видеочаты с неограниченным количеством участников. То есть нужно научиться всем, что, во-первых, проводить короткие, скажем так, планерки с своими людьми, встречаться, соответственно, что в Телеграме 1 на 1, следовательно, что с своими потенциальными клиентами и партнерами, потому что это сегодня очень удобно. В Телеграме сегодня это можно сделать. И я, конечно, ну, как бы тоже настоятельно рекомендую, если у вас, скажем так, есть активные лидеры, не обязательно проводить там какие-то планерки со всеми, научитесь выделять самых активных, и, в принципе, с этими людьми вы можете каждый день работать.
более плотно, допустим, доводить какую-то информацию. Потому что в Телеграме можно также сделать видеозвонок с трансляцией собственного экрана, либо у человека что-то не получается, он может собственный экран показать, даже на телефоне, ребята, и на компьютере. Понятно, что с компьютера удобнее. И я вот всем вот рекомендую, у вас есть всегда партнеры и есть активные партнеры. Вы с ними всегда можете связаться в Телеграме по видеозвонку, запланировать его и решить какие-то вопросы и проблемы. Посмотреть вот так вот человеку в глаза, пообщаться, решить какие-то вопросы. Я это, в принципе, постоянно делаю. У меня всегда проходят индивидуальные, скажем так, встречи с лидерами, с активными партнерами. И я это всегда, ребята, приветствую. И, в общем-то, можно полностью сегодня использовать Telegram в этом направлении, как именно бесплатная площадка для звонков, видеотрансляций и полностью ведения бизнеса. И еще, соответственно, мы сейчас перейдем к возможностям Телеграма, это будет у нас второй блок. Я вам расскажу самые главные фишки Телеграма. Вот. Ребят, то, что вам нравится, вы в блокноте себе помечаете, потому что невозможно все запомнить. Понятно, что у нас будет запись, вот, но что-то фиксируйте, потому что у вас это будет откладываться в вашем, скажем так, подсознании и мозгу. И, во-первых, это будет у вас еще и записано. Давайте с вами перейдем ко второму блоку, то есть возможности Telegram. Вот здесь вот, ребят, сейчас будет очень интересно. Почему интересно? Ну, потому что не все раскрыли для себя, соответственно, возможности Телеграма. Погнали. Итак, первое. Каналы и группы. То есть я уже сегодня вам говорил, что единственный, скажем так, мессенджер сегодня, понятно, там кто-то что-то пытается создать сегодня, другие мессенджеры, подобие каналов, скажем так, у себя, то есть это Viber там, но там вообще темный лес, скажем так, это вообще неудобно. Telegram ушел уже давным-давно вперед. То есть каналы и группы. Группы – это можно создать группу до 200 участников, да, вот. Каналы, там вообще неограниченное количество участников. Вот, неограниченное количество участников. И Telegram – это такая площадка, где любят, в принципе, читать тексты тоже. Вот, то есть можно писать интересные тексты в своих каналах, то есть еще дополнительно отправлять кружочки, да, то есть сегодня это удобно, вот, снимать видео и так далее, туда отправлять. Еще и в Телеграме можно это обрабатывать. То есть ни один мессенджер сегодня этого не предлагает. Вот почему сегодня Telegram набирает очень большие обороты. И аудитория России сегодня, ну, практически вот прям переходит в Telegram. И Telegram это сегодня, ну, вот прям, как вам правильно выразиться, больше, чем мессенджер уже. Каналы и группы, да, вот, мы, в принципе, ну, я коротко расскажу. Группа участников, допустим, группа чем отличается от канала? Группа это где, допустим, могут переписываться абсолютно все участники. Вот. Также можно там и запретить им писать, вот, и группа, она практически как бы превращается как в канал, вот, то есть как-то вот так вот. То есть у группы больше функционала, вот, чем у канала. Канал это, знаете, это, скажем так, чат, где может писать только администратор, вот. Можно там добавить, скажем, где можно комментировать, также люди там могут ставить, скажем так, лайки, там еще что-то и так далее. Вот. Канал – это ограниченный функционал, но также он очень удобен. В канале пишет только администратор, то есть важная информация. Вот. Давайте перейдем далее. То есть мы понимаем, возможности Телеграма – это каналы и группы. То есть каналы, ни в одном мессенджере такого нет. То есть это то, что нужно сегодня, в принципе, нам для продвижения нашего бизнеса. Далее идем с вами. Видео и голосовые чаты в каналах и группах с неограниченным количеством участников бесплатно. Все вы уже знаете, что в Телеграме можно проводить видеочаты, также, соответственно, и голосовые, без видео. И вот у нас вчера, то есть была такая очень хорошая встреча в видеочате по здоровью, то есть здоровье твоей семьи, то есть главный чат от Академии «Успех вместе», где Аэлита Мустафаева, Айгуль Газезова, Маргарита Васильевна и также еще подключались врачи, и они рассказывали о здоровом образе жизни, рассказывали о, соответственно, технологиям Success Siberia. И вы не поверите, я вам, в принципе, могу даже показать отчеты,
мне написало несколько людей, которые не ходят в академию, которые даже не являлись клиентами, но мне написали: Николай, мы, говорит, побывали, говорит, на видеовстрече. Вот, я сегодня был очень сильно удивлен. Мне сегодня написало 2 человека, вот, и сказали: Николай, мы были в видеочате, и нам, говорит, все понравилось, вот, и я, говорит, хочу на пробу заказать продукт. Представляете, мне сегодня пришел заказ на Success Siberia вообще именно после видеочата вчерашнего. И это очень круто. Почему, допустим, вот в академию человеку нужно проделать какие-то моменты, да, там, ввести там где-то имя, фамилию, и некоторые люди как бы это делать не хотят, да, вот. А в мессенджере Telegram им достаточно там нажать кнопочку, присоединиться к этому видеочату, и там даже большого какого-то интернета нету, и он смотрит и вовлекается. И если там информация, скажем так, вот важная, спикер там хорошо ведет там и так далее, вот реально там есть полезность, да, все, человек вовлекается, и он, в принципе, потом может вам написать. И смысл в том, ребят, я этих людей добавил в этот чат, вот, и написал им в личку, что я вас добавил сюда вот в чат, что в нем сейчас будет такая вот информация, и если вам что-то понравится, то вы напишите мне. И несколько человек, ребят, мне написали они, понимаете, я не проводил вчера встречу. То есть я вчера не был, то есть я вообще не подключался, я не транслировал, я ничего, скажем так, не делал. Я, как обычный, скажем так, партнер, участник, вчера просто-напросто добавлял людей в группу по здоровью и отправлял им информацию, в принципе, по алгоритму. Но я еще придал значимость, что там будет видеочат, что там будут выступать такие тут люди, информация будет вот такая вот очень важная, обязательно приходите и так далее. И еще некоторым я, значит, знаете, напомнил до встречи, чтобы они не забыли про это. И в этом же числе моя мама родная. Вот. Она вчера была на видеочате. Вот. Она телеграммом, скажем, сильно не пользуется, вот, пользуется другими мессенджерами, но я, в принципе, в чат капитанов приглашал ее. Я отправлял аудио, которое я ей отправлял после приглашения. Вот, я думаю, многие его прослушали. Я его специально отправил, чтобы вы, скажем так, понимали. Вот, и мама у меня там была, слушала и так далее. Но она пользуется уже этими продуктами, но я хотел, чтобы у нее значимость, скажем так, поднялась в этом, чтобы она хотя бы понимала про эти продукты, ну, скажем так, больше. Она, конечно, изучает, она у меня иногда заходит на эфиры, смотрит тренинги по несколько часов, то есть баллы там и так далее, то есть вот. Она знает всех топ-лидеров, вот, всех лидеров, всех спикеров знает, вот, даже некоторых партнеров. Вот, то есть она у меня в чатах везде находится, следит за информацией, короче, заходит на прямые эфиры. И вот вчера она тоже была на видеочате. Вот это вот, ребята, очень работает круто. И я считаю, что вот такой вот формат видеочатов, он, скажем, рабочий, потому что, как говорится, на войне все средства хороши, да, и надо вообще все использовать и потом, скажем так, тестировать, экспериментировать и делать упор, где больше, скажем так, получается. И вот в Телеграме видеочаты это вообще круто работают, потому что видеочаты в чате либо в канале, они вызывают максимальное, скажем так, вовлечение аудитории через прямые эфиры. Там находятся люди в чате, и еще ты там создаешь трансляцию и транслируешь. Вот это вот, скажем, я считаю, что самый простой, самый действенный, скажем так, вовлечь человека в какой-то бизнес, рассказать о технологии и рассказать о продуктах. Понятно, да, ребят? Это вам, скажем, на заметку моя мысль. Вот, про видеочаты и голосовые мы с вами поговорили. Давайте теперь поговорим про облачное бесплатное хранилище, доступное на любом устройстве. Смотрите, Telegram сегодня, он очень удобен, его можно скачать на компьютер, это доступная версия. Вот. Можно скачать на любой телефон, неважно там на Android, на там, iOS и так далее, и на все операционные системы. И смотрите, в Telegram можно отправить видео прямо в оригинальном, скажем так, качестве до 2 гигабайт. Ребят, до 2 гигабайт это серьезное такое видео, в принципе, это целый фильм. Вот, можно отправить через мессенджер Telegram, и это все бесплатно. И это будет потом там храниться на постоянной основе. Ни один мессенджер такого сегодня не предлагает. То есть можно использовать сегодня Telegram как бесплатное облачное хранилище. Для чего?
для личных фотографий, чтобы не забивать свой телефон. То есть можно, допустим, если у вас в телефоне места мало, отправлять фотографии и хранить их в Телеграме. Бесплатно, ребята, любое количество. Ролики и видео. Ролики и видео сегодня занимают большое количество места. Кто сталкивался сегодня с проблемой, допустим, у телефона не хватает памяти, то есть вот там на ролике, на что-то еще и так далее. Вот. Ребята, используйте Telegram. Как это делать, я вам покажу сегодня, наверное. Да, то есть как это удобно делать. Вот. И Telegram я вообще использую очень, скажем так, расширенно. Вот. И я вам тоже постараюсь сегодня показать. Все ролики, какие-то большие там записи чего-то, я стараюсь их хранить в Телеграме. Они у меня разбиты по папочкам. Вот. И все, я захожу с любого устройства, всегда могу найти какую-то информацию и скачать на телефон заново этот ролик, эту картинку, вот, и куда-то выложить и так далее. Вот. И у меня это не теряется. Представляете, и это самое главное, удобно. Также кто-нибудь сталкивался с таким моментом, что нужно, допустим, с телефона перекинуть быстро на компьютер, ребят. Вот поставьте, вот кто сталкивался с какой-то трудностью, допустим, перекинуть какой-то файл, видео, текст быстро с телефона на компьютер, либо с компьютера на телефон. Да, вот, Виктория пишет. Я использую Telegram. Ребят, я использую Telegram. У каждого есть папка «Избранные». Вот. Есть папка «Избранная», и вы берете с телефона, допустим, вам надо какое-то видео на компьютер быстро, либо, допустим, там картинку, либо текст и так далее. И я это и использую, папку «Избранная». То есть я беру на телефоне, захожу в Telegram, захожу в папку «Избранная», туда загружаю то, что мне надо, и у меня здесь же это появляется на компьютере. И я это как бы использую. То есть у меня как синхронизация, ребят. Вот. И не надо каких-то там сложных программ, каких-то там сложных нюансов и тому подобное. Вот. То есть это что касается именно передачи и файлов. То есть в Телеграме можно хранить абсолютно все и очистить, освободить свой телефон от, скажем так, загромождающихся больших файлов. И телефон будет работать нормально, если у вас, допустим, там какой-то некрутущий телефон с памятью, допустим, там на 512, там на 1 там, терабайт и так далее. А если у вас, допустим, там телефон там на 60, там, не знаю, 30, это, конечно, сегодня вообще мало. То есть одни программы сегодня 30 мегабайт занимают. Вот. Но есть у кого, допустим, телефон на 128, либо на 256, да, 256 в принципе нормально, но все равно он забивает. И вот можно Telegram сегодня использовать для этого. Вот Гульнара Петрова говорит, я использую для этого Telegram, очень удобно. Все верно. Вот. Как это делать, тоже я вам покажу. Идем с вами далее. Вот. Про облачное хранилище мы с вами поговорили. Далее. Видеозвонки с демонстрацией экрана удобно для того, чтобы показывать и объяснять наглядно на своем экране. В принципе, я уже сегодня про это говорил, что в Телеграме можно делать созвоны, допустим, с вашим клиентом, либо партнером, либо на компьютере, либо на телефоне, и он может вам показать свой экран. Это очень удобно. Допустим, он в телефоне заходит, допустим, в академию, где-то он что-то сделать не может, да, и вы ему говорите, звони мне в Телеграме. И он звонит вам прямо на телефон, вы находитесь там на даче, в горах и так далее, и говорите ему, показывай свой экран, сделай демонстрацию. И он прямо показывает вам демонстрацию своего экрана, и вы говорите, вот сюда тыкай, вот сюда тыкай, вот сюда тыкай, вот сюда тыкай, и объясняете ему. Либо демонстрируйте, наоборот, свой экран этому человеку. Ребят, это очень удобно сегодня. Не надо там бежать, с кем-то встречаться, ехать там на такси, на машине, там, не знаю, на другой конец города, чтобы показать, как, допустим, там человеку, который не может разобраться в академии. Ребят, сегодня можно использовать Telegram. Все, позвонили, научили человека пользоваться, самое главное, Телеграмом, либо он показал демонстрацию, либо вы сами показали демонстрацию, ему все объяснили. Все, ребят, вот, круто. Вот это вот, я считаю, тоже очень удобно, когда эта функция тоже появилась. Идем с вами далее. Возможность структурировать каналы, чаты, личные переписки по папкам, это очень удобно. Смотрите, в Телеграме кто сталкивался с тем, что якобы много чатов? Вот. Много чатов, там заходишь, там потерялся, там и так далее. Вот. Но на самом деле для меня чатов немного.
Вот. Для человека, который сегодня занимается бизнесом, чатов немного, и навести порядок в этих чатах гораздо проще, чем ходить на работу. Кто со мной согласен? Гораздо проще, чем ехать на маршрутке на работу, то есть больше времени тратится обратно там и так далее, так далее. Если вы занимаетесь этим бизнесом, вам несложно навести порядок в этих чатах, и человеку, который занимается бизнесом, человеку, который является, скажем так, лидером направления, для него чаты – это как жизнь, это как сосуд. Вот. Андрей Артурович всегда говорит, это как, ну, как чаты – это, короче, сосуд. Вот. Так что вот так вот. Как это сделать? Демонстрацию сейчас вам покажу экрана. Быстренько. Погнали. Так, галочки, галочки, поделиться. Вот, демонстрация пошла. Вот, смотрите, у меня есть вот такие вот папочки. То есть все чаты, вот, потом новые чаты. Очень удобно, открыл новые чаты. Далее, личные чаты. Очень удобно, кто вам написал в личку. Соответственно, вот так вот разбиты личка. И все, я здесь ничего не теряю. И вот если кто-то говорит, что какая-то информация от кого-то где-то потерялась, ребят, то я с этим не согласен, потому что вы просто порядок не навели в своих папочках. Вот. Далее, смотрите, важные. Вот, все чаты, все каналы по важности у меня вот где в папочке. Я захожу быстро, допустим, у меня нет времени. Быстро вот я зашел на 1 минуту, и мне нужно прямо важную информацию прочитать. Все, чаты лидеров, чаты по приоритету, чат президента и так далее. Все, где я нахожусь, скажем так, администратором, мне это все нужно быстро это сделать. Бизнес, то есть у меня по бизнесу первая линия. Вот здесь вот, ребята, очень важно, крутая папочка, все партнеры первой линии у меня также поставлены как первая линия. Смотрите, то есть они не все здесь, но, соответственно, я хочу сейчас прям порядок весь навести. Вот если вы хотите прям пообщаться, зайти, посмотреть, допустим, какие-то люди там, их нужно еще там подогреть, пригласить, пообщаться, там аудио записать, задать вопрос, допустим, человек там не активен, да, вот, можно папочку прямо создать первая линия и, следовательно, что прорабатывать, потому что у вас это будет структурировано и никакой список для этого не нужно. Далее, блокноты, про которые я вам и говорил. Смотрите, у меня разные блокноты. У меня есть личные ссылки, блокнот, потом для новичков какую информацию я даю. Блокнот для спикера, ребят, смотрите. Вот, вся информация, которую я даю, у меня вот здесь. То есть я это быстро открываю. Видите? Вот, заметки. Все, вот у меня вот здесь вот личные аудиоподкасты. Смотрите, сколько у меня групп. Ребят, это все удобно, у меня находится в папочке блокноты. Вот, и я это быстро все нахожу. Но согласитесь, круто. Вот. Это что касается именно чего? Это касается папочек, ребят. И сегодня будет домашнее задание, кстати, по папкам, как удобно структурировать и использовать. И, кстати, на телефоне это тоже удобно. Вот видите, они у вас только сверху появляются, и вы можете вот так вот эти папочки открывать быстро и, в принципе, все структурировать. В принципе, по этому делу я, может быть, если вот прям сильно попросите, я потом с телефона демонстрацию вам запишу. Вот, с телефона демонстрацию вам запишу и покажу, как эти папки, допустим, работают. Вот. Все, идем с вами далее. Поговорили. То, что можно структурировать каналы, чаты, личные переписки по папкам, это очень удобно. Вот. Далее. Отложенная отправка сообщений. Единственный, опять-таки, мессенджер – это Telegram, который позволяет чуть позже отправить что? Там, не знаю, любой формат во все чаты. Смотрите, возможно, вы даже не знали про это. Допустим, вам надо текст напоминания какое-то с видео отправить. И вы перед тем, как нажимаете «Отправить», удерживаете, и там у вас меню выскочит «Отправить», когда, допустим, отправить позже. То есть вы можете задать прямо время и отправить позже то, что вам надо в группу. Это очень важно. Вы, допустим, днем пошли спать. Кто-нибудь замечал? Николай иногда спит, а информация прилетела.
Вот, я что это использую? Вот, я это использую, то есть отправить позже. То есть удерживаете, и у вас там менюшка выскакивает, что на телефоне, что на компьютере, и, следовательно, задаете время, когда отправить. Еще такая фишка есть, ребята, сейчас вообще будете в шоке. Вот, допустим, вам надо понять, когда человек появился в сети, и именно, чтобы эта информация у него не потерялась, когда он зашел в Telegram, появился в сети, ему ваше сообщение в этот момент отправилось. Допустим, мне надо срочно с тобой связаться. Ну, допустим, вот срочно прям надо. Написали, мне нужно срочно с тобой связаться. Нажимаете кнопку «Удерживаете», и там выбираете, когда человек появился в сети, в Телеграме. Представляете, человек заходит в Телеграм, и ему сразу же бах, и прилетает вот это вот сообщение, что мне нужно срочно с тобой связаться, и оно появляется в самом верху. Вот это вот must-have, я это постоянно использую, соответственно. Вот. Я думаю, многие лидеры замечали. Они заходят в сеть, и здесь Николай им бац, прислал сообщение, а Николая в сети не было несколько часов. Вот это вот вообще прямо круто. В принципе, тоже потом можно объяснить, как, чего это и работает. Вот. Так, кто у нас из лидеров сейчас хочет взять слово буквально на 5 минут, потому что мне надо сейчас срочно изучить информацию, входящую от наставника. Давайте, кто у нас сейчас из лидеров готов, поднимите руку. Так, Виктория, Ольга Русу. Все отлично. Сейчас я ее делаю модератором. Ага. Оля, давай бери слово. Там 5-6 минут, пока, соответственно, свое видение какое-то тоже, скажем так, расскажи. И я буквально через несколько минут присоединюсь и продолжу. Микрофон, Оля. Очень крутая, я вообще в восторге, у меня эмоции переполняют от знаний, которые сегодня уже за полчаса мы получили. Ребята, ну, на самом деле очень круто, да, то, что мы имеем возможность сейчас вот это вот все знать, получать эти знания, очень-очень круто. Я хотела, ну, пока Николай отсутствует, показать вам табличку с результатами, если вы позволите. Потому что, ну, вначале не получилось, раз есть такой момент, да, давайте я расскажу. Табличка с результатами. Я сейчас поделюсь, демонстрацию экрана сделаю. Так. Угу. Так, видно меня? Виктория, подскажи, пожалуйста, видно табличку? Алло. Видно, да? Все хорошо. Так, смотрите, ребята, вот такие у нас результаты получились по предыдущим нашим урокам. Смотрите, за последние 2 задания начисляем баллы по количеству человек-участников, и максимальное количество баллов еще добавила строчку «это верхняя померь». Так, чтобы было всем теперь понятно, значит, за 2 первых урока, за первый урок вводную часть и за второй урок мы начисляли по номинальному количеству участников, за третий, четвертый урок по факту, сколько у нас человек приняло участие. Соответственно, значит, за третий урок команда «Дружба» из 14 участников набрала 56 баллов, по уроку номер 4 45 баллов. Команда «Искра» из 12 участников, пока что они идут в полном составе, 34 балла за третий урок, за четвертый урок 36 баллов. Команда «Люди Галактики». В третьем уроке приняли участие 13 человек, 52 балла. В уроке номер 4 12 человек, 35 баллов. Команда «Чемпионы».
значит, за третий урок из 8 участников 24 балла, в четвертом уроке также 24 балла. Молодежь 21 века, 11 человек из 12 приняли участие в третьем уроке, 31 балл набрали, и 11 человек в четвертом уроке также набрали 31 балл. Команда «Ритм» 12 человек, в третьем уроке 36 баллов, в четвертом уроке 11 человек, 33 балла. И команда «Алмаз» из 15 в третьем уроке участвовало 13 человек, набрали 42 балла, и за четвертый урок набрали 39 баллов. Вот вам. Если у кого-то, уважаемые капитаны, есть вопросы, то, пожалуйста, прошу после связаться со своими кураторами или напрямую выйти ко мне на связь. Так, ребят, я готов. Да, Коль, мы тоже немножечко тут поделились информацией. Угу. Все. Так, давайте я сейчас продолжу. Вот. Ну все, давайте, чемпионы, продолжим наше обучение. Вот, благодарю, Оля, всю информацию. Видите, какие у меня приоритеты, ребят? Вот. Я даже, когда провожу обучение именно с вами, я всегда, соответственно, на связи с наставником. То есть и, следовательно, всю информацию я изучаю быстро и, соответственно, реагирую быстро, включаюсь быстро в какой-то процесс бизнеса там и так далее. И для меня приоритет, следовательно, у меня наставник Андрей Артурович, он, смотрите, он у меня в закрепе, он у меня всегда, соответственно, что? Он у меня в закрепе. И я, когда захожу в Telegram, то есть самое первое, я смотрю, соответственно, что? Сообщение от своего, соответственно, менеджера, наставника, президента, руководителя и так далее, потому что вот это вот общение и рабочий процесс, он очень важен, ребят, чтобы быстрое какое-то решение момента было, общение голосом и так далее. Мы очень много голосом общаемся, решаем разные вопросы. Нам не обязательно даже где-то там прям встречаться, нам не обязательно, соответственно, что-то еще. Мы даже живем, скажем, на одной вилле и, следовательно, очень много общаемся голосом. Потому что, смысл куда-то там бежать там друг к другу, если есть сегодня такой вот удобный формат общения. То есть все абсолютно. Картинки, видео, форматы там общения. То есть, живя, скажем так, в одном доме, мы то общаемся голосом через мессенджер Telegram. Это вам как бы на заметку. Все, погнали дальше. Смешно вам, да? Вот. Короче, про отложенную отправку сообщений я вам сейчас сказал. Короче, используйте, это прям must-have. Вот, это очень удобно. То есть, когда человек появляется в сети, то есть, следовательно, он заходит в Telegram, ваше сообщение сразу же моментально ему прилетает вверху, и он его видит. И вам приходит уведомление, что пользователь зашел в сеть, в шторочке. Прям космос, прям используйте. Если вот прям срочно нужно человек, чтобы прямо сразу прочитал информацию и отреагировал. Вот. Далее. Можно отправлять до 2 гигабайт файлы и видео с бесплатным пользованием и до 4 гигабайт с премиум подпиской. Сейчас я объясню. Смотрите, Telegram, как я уже вам сегодня говорил, можно использовать как накопитель, то есть отправлять такие серьезные видео в высоком качестве. То есть Telegram, там есть настройка, при отправке видео вы можете выставить максимальное качество. Вот. Будь здорова, Оля. Вот. Выстроить, соответственно, хорошо, когда все это видео включили. То есть это космос, всех видно. Вот. Я вообще люблю, когда идет взаимосвязь и включено видео. Вот. Кто видео не включает, значит, тот человек не хочет, чтобы его видели, не хочет себя показывать, не хочет себя позиционировать, он прячется от мира и так далее, и так далее. Вот. Не прячется. То есть в нашем бизнесе это вообще невыгодно. Когда, скажем так, вы не открыты, вот, вы не показываете себя, не включаете видео. Понятно, что я не всех вижу, но я, в принципе, это вижу. Итак, соответственно, можно отправлять. Смотрите, в Телеграме появилась премиум подписка, то есть многие уже это используют.
премиум подписка дает расширенные функции, функционал. Ну, то есть человек может иметь больше групп по количеству, больше каналов, и загрузка премиум, она дает увеличенную загрузку. Ну, соответственно, у вас проходимость, скажем так, по интернету более высокая. То есть файлы быстрее загружаются, отправляются, то есть и так далее, и так далее. Это с премиум подпиской. И с премиум подпиской у вас 4 гигабайта видео. 4 гигабайта это вообще вот так вот, ребят, чтобы использовать, скажем так, Telegram даже для хранения прям вообще всего. 4 гигабайта это очень много. Это один файл 4 гигабайта. Вот. А так вы можете туда отправлять хоть сколько. То есть при обычном использовании прям для обычного пользователя достаточно. Вот. И есть премиум подписка, которая еще увеличивает до 4 гигабайт с расширенным функционалом. То есть вот в Телеграме это есть. Вот. Идем с вами далее. Про это мы с вами поговорили. Ну вот в принципе возможности Telegram я вам коротко базовые все объяснил. Самое удобное это что? Это создание каналов и групп сегодня. Вот, подведем итог. Второе. Это то, что можно сегодня проводить видеозвонки как лично, бесплатно с группой, показывать демонстрацию экрана, объяснять, транслировать и так далее. И в принципе в Телеграме можно сегодня полностью трудиться и назвать себя гордо реально интернет-предпринимателем. Вот. Это, скажем, дополнение к системе, к Академии Успех Вместе. Все. Вот можно реально дома сидеть и трудиться, и никуда не ходить, всем объяснять. Просто научите пользоваться своих людей Телеграмом. Все. Всегда можно связаться, объяснить, пообщаться, и старайтесь с видео общаться с человеком, потому что когда вы общаетесь с видео, вы видите его глаза, вот, куда он смотрит, вот, его выражение, ну, как-то вот так вот. То есть это, ну, для меня очень важно общаться с человеком, когда я вижу, соответственно, его эмоции, его, скажем так, мимику, его глаза. Это очень важно, потому что я строю свой диалог именно по реакции человека. Вот просто как мини-психолог я, соответственно, всегда общаюсь с человеком по, скажем так, его реакции на то, что я говорю. Я вижу, когда человек меня понимает, либо не понимает, когда человек в каком состоянии принятия информации находится, в какой энергетике человек находится. Я могу только это считать, когда я нахожусь рядом с человеком, либо по видеовстрече, по видеозвонку. Это тоже очень важно, соответственно, нормально, качественно пообщаться с человеком, именно видеть его лицо, вот, и свое показать тоже. Это очень важно. Вот, это надо делать. Вот. Ну и, конечно, Telegram хранение как, соответственно, облачное хранилище. То есть разбить папочки. Вот сегодня я, в принципе, дам домашнее задание такое хорошее. Вот. И мы будем учиться это делать. Погнали дальше. Как использовать для привлечения клиентов в бизнес мессенджер Telegram? Вот давайте коротко. Сейчас мы этот блок с вами обсудим. Смотрите, в Телеграме большое количество тематических каналов и групп. То есть в них находится самый главный ресурс, то есть это люди. Запомните, самый главный ресурс вообще из каких-то ресурсов – это люди, живые люди, которые что? Покупают, которые продвигают и так далее, и так далее. Нужно научиться их находить и писать в личку людям, главное без спама. Смотрите, вот допустим, очень много тематических каналов. Есть очень много групп. В каналах сегодня, скажем так, если вы перейдете в канал, там, в принципе, вы видеть будете только администратор. Вот, вы, скажем так, не увидите там где-то живых людей. Но есть каналы, где открытый комментарий. Открытый комментарий. И, следовательно, там люди комментируют, вовлекаются, а, следовательно, кто комментирует и вовлекается, это, скажем так, та аудитория, которая что-то, скажем так, из себя представляет. И можно же с этими людьми знакомиться, можно же им в личку написать, там, привет, то, пятое, десятое, но опять-таки без спама, и первое сообщение у вас не должно быть сразу же с приглашением куда-то там и так далее, и так далее. Можно, допустим, записать аудио. Вот. Не просто там написать там «привет», а записать там, допустим, аудио какое-то «привет». И я, допустим, если вы такой метод будете использовать, скажем так, продвижение, то я рекомендую Telegram еще зарегистрировать на другой сим-карте.
Вот. Сегодня можно, допустим, использовать еще сторонние программы Телеграма, мессенджеры. Вот. И на одном телефоне у вас будет, допустим, 2 Телеграма. Вот. Либо второй номер на Телеграме, там это очень удобно, кстати. Там же есть в одном приложении переход, соответственно, профиль поменять. И я, допустим, если вы хотите, допустим, вот так вот рыбачить по группам тематическим, да, выцеплять, скажем так, аудиторию, общаться с ними, вовлекать в бизнес, то я рекомендую создать еще один профиль Телеграма. Почему? Потому что когда вы пишете первым, вот, то тот человек, которому вы написали, он может пожаловаться. И, следовательно, вас заморозит там на несколько часов, а то и часов и так далее, либо еще что-то. И вот, чтобы такого не было, да, то есть бесплатная версия, однако 3 аккаунта можно делать. Вот. Сделайте второй аккаунт свой, в принципе, ну как, ну не знаю, один, допустим, у вас назван там Оля Русу, второй, допустим, пусть там на латинице, только не путайте, соответственно, вы когда рыбачите, переходите на него, а так, соответственно, туда. Потому что, допустим, как личность, если человек вас ищет в Телеграме и находит, скажем так, 2 вас одинаковых, это тоже не очень хорошо. Вот так, как-то вот так вот. И, в принципе, Telegram можно использовать вот для, скажем так, писем, для, соответственно, что какого-то вида, скажем так, спама. Спам это как бы зло, но это как бы спам, он работает реально сегодня. Вот. Просто за него, его люди как бы не любят, это несовременный метод продвижения, но он действенный. Вот. И, следовательно, для этого просто сделайте еще один аккаунт Телеграма и, в принципе, вот так вот по тематическим группам ходите. Как, допустим, искать какие-то группы тематические? Да, все очень просто. Смотрите, вот заходите в Телеграм, вот, и, допустим, набираете Якутск. Якутск. И погнали. Смотрите, работа Якутск. Якутск события новости. Якутск события подслушано. Якутск политика. Саха-Якутия новости. И вот такие вот тематические группы. Блин, ребят, знаете сколько? Или, допустим, здоровье. Здоровье. Вот. Смотрите. Авито, красота и здоровье. Бесплатные здоровые рецепты красоты. Мистер Икс, мужское здоровье. Что-то, скажем так, тематика узкая. Твое здоровье. Женская красота, диета здоровья. Поняли, да, ребят? Вообще можно легко сегодня по тематическим группам работать. Вот так вот. Идем далее. Это, скажем так, в Телеграме, как можно рыбачить, один из способов. Вот так вот. Далее. Ввести личную группу. Смотрите, мы по рекомендациям Академии системы рекомендуем именно в Телеграме ввести свой канал либо группу для потенциальных клиентов и партнеров. Давайте я покажу, допустим, свою группу. Вот. В Telegram перехожу, и она у меня называется, вот она. Вот она. И я в этой группе каждый день что делаю? Я здесь даю анонсы на мероприятия. Понимаете, да? То есть каждый день я сюда скидываю анонсы на мероприятия. И также обязательно я сюда отправляю что? Также еще и личную информацию. Почему личную информацию? Потому что это очень важно. Важно, чтобы от вас еще информация исходила. И я вот, смотрите, беру, делаю анонсик, и что я здесь делаю? Меняю на личную ссылочку. Изменить. Смотрите, для меня, в принципе, сделать анонс везде вообще не сложно. Я это делаю очень быстро. Вот этот вот предосмотр убираю, чтобы красиво выглядело. Все, вот у меня есть, соответственно, группа. Группа это для чего создана? Я вам сейчас объясню. Смотрите. Вот, допустим,
эта группа у меня как отстойник. Ну, так вот, такое, скажем, нехорошее может быть слово, как отстойник. То есть для потенциальных клиентов и партнеров. Почему? Как накопитель. Вот. Потому что, допустим, если вот в Инстаграме, допустим, если на Академию прямо ссылку давать, то человек вроде бы как перейдет, но там звука не будет. То есть ссылка открывается в этом, скажем, в браузере Инстаграма, и, скажем, некорректно работает Академия. И иногда люди замечали, да, которые в Академии нету звука, да, то есть замечали, да, и мы, в принципе, нашли почему. Когда мы даем прямую ссылку на Академию в Инстаграме, то, соответственно, эти люди заходят, они регистрируются вроде бы в системе, заходят либо как гость, либо так, но там звука нет. У них открывается это в браузере Инстаграма встроенном. Вот. И с Инстаграма нужно вести куда? На свою группу личную. Вот. Обязательно. И эту группу вести надо интересно. Потому что, ну, допустим, в этой группе в чем преимущество? Смотрите, вроде бы то же самое, человек туда зашел, подписался, да, на группу, и он там находится, возможно, там, не знаю, там час, возможно, сразу отписывается, возможно, он там сидит день, два, три, а возможно и месяц, и несколько лет. И у вас есть возможность еще и повлиять на этого человека, понимаете? То есть не с первого раза, а может быть со второго, с третьего, четвертого раза и так далее в этой группе. Сделать несколько касаний по психологии, то есть несколько касаний. То есть вообще, как бы, знаете, психология продаж, она какая? То есть для того, чтобы человек присоединился в команду, стал партнером, с ним нужно сделать несколько касаний. Вот, несколько касаний. И, в принципе, вот группа решает такие вопросы. Вот, в этой группе, соответственно, вы туда добавляете только своих людей, кого рекрутируете, ну, то есть свою, скажем так, потенциальных клиентов и партнеров, и даете информацию, какие мероприятия, там еще что-то вовлекаете, личное аудио, кругляшочки и так далее, и так далее. То есть вовлекаете там. И я вот рекомендую всех своих потенциальных клиентов собирать их в своей группе либо канале. В чем преимущество группы? Вы можете сами туда добавлять людей, неограниченное количество, аккуратно. То есть добавили, допустим, в группу и отправляете потом информацию, что я тебя добавил в этой группе, там анонсы, там мероприятия, там и так далее, и так далее. Вот. У каждого, в принципе, партнера должна быть группа такая вот в Телеграме. А канал, там только до 200 участников вы можете сами добавить. Вот. А потом уже сами добавлять не можете, вы только ссылку человеку даете, и он туда сам переходит. Вот. Так что можно создать группу, если у вас, допустим, канал, и в этой группе в разрешениях поставить галочку «Запретить писать сообщения участникам». Вот. И ваша группа, она, в принципе, превратится как практически в канал, вот, но с возможностью добавления туда участников. И, в принципе, чтобы там спама не было, допустим, ну, какой-то хитрец добавится и будет у вас рыбачить среди ваших потенциальных партнеров и клиентов. Там есть функция и настройка в группе скрыть участников группы. То есть в любой группе вы сейчас можете скрыть участников группы как в канале. Вот. Тоже очень важная такая вот настроечка. Далее. Вести, то есть пояснить. То есть я вам рассказал, как можно, для чего нужно вести личную группу, да. Далее. Вот. И самый, скажем так, гвоздь нашей программы сегодня, который я приготовил, вот. Как не изобретать велосипед и использовать уже готовые решения. Сегодня самое простое для привлечения и рекрута клиентов и партнеров, если вы это не умеете делать. Не умеете общаться, не умеете делать касания, там, не умеете вести страницу Инстаграм, там, то, 5, 10, самое простое решение, которое я сам лично использую, и у меня оно работает. Какое? Смотрите, у нас есть две группы. Вот, общий от Академии «Успех вместе». Это проект будущего, то есть по бизнесу, где информация, и группа по здоровью. Группа по здоровью, в которой уже практически 60 тысяч участников. И я вам сейчас покажу такую вот секретную информацию, как работает эта группа, в принципе, уже сегодня.
вот, на моих, скажем так, уже наблюдениях. Вот. Смотрите, вчера я активно добавлял своих родных, близких в эту группу и, в принципе, объяснял им, зачем я это делал, писал им письмо. И вот сегодня несколько человек мне написало, я вот один скриншот сейчас сделал, я вам сейчас покажу. Вот, вот где, смотрите. Благодарю, Николай. Вчера получилось поприсутствовать в видеочате. Продукты буду заказывать. Хотела узнать, если заказывать по акции 3 продукта: кардиовитин, витабрейн, неонулин, дополнительно к ним можно заказать кедровитин R. Ребята, я вам поясняю, что данный человек вообще никаким боком не был в бизнесе. Вот. И вторая фишка, мне даже не пришлось объяснять, какие продукты и чего. Он уже, короче, посетил видеочат, он уже знает все про продукты, и он уже конкретно, короче, что попросил информацию, как заказать и так далее, и так далее. Я ему сегодня что, скинул шаблон, как заказать, куда отправить деньги, и этот человек, соответственно, что сделал заказ на продукты. Вот. И следующий шаг, я его сразу же зарегистрировал в Академии. Вот. Я говорю, давай, вот у нас есть система и так далее. Я выстроил диалог и сразу же ссылочку ему отправил. Это человек, которого я приглашал сам лично. То есть я ему писал вчера. Вот, вот как-то вот так вот это работает, ребята. И у нас, у некоторых партнеров есть коэффициент какого-то недоверия, сомнения там в продуктах, в бизнесе, что-то еще и так далее. И вроде бы вы ему постоянно толдычите одну информацию, а он это не понимает. И вот нужно использовать еще эффект третьего лица. Эффект третьего лица. У меня даже один человек длительное время не использовал Академию. Этот человек с Улан-Удэ, лидер там, ну, давно был, убежал, 10 компаний потом сменил. И этот лидер полгода не использовал Академию. И знаете, я проводил в офисе по несколько встреч. Этот человек выходил сам, рассказывал про Академию и так далее. А вот не понимал эту Академию. Знаете, когда ему дошло про эту Академию? Когда он ехал осенью в Иркутск в одном паровозе с другим человеком, и она рассказывала про Академию. И меня-то человек не слышал. Моя первая линия, лидер меня не слышал, понимаете? И, следовательно, что вообще от постороннего человека ей вот это вот дошло, и она потом начала до конца, скажем так, разбираться и поняла вообще, что такое Академия системы. Вот такой вот случай был. Используйте эффект третьего лица. И вот используйте, вот у нас есть 2 группы. Смотрите, здоровье твоей семьи и проект будущего. Ребята, используйте вот эту вот технологию. Я сегодня дам письмо, которое вы можете отправлять после добавления людей в этот чат. Смотрите, как это использовать. Смотрите, вот послушайте сейчас, я на простом языке вам постараюсь это объяснить. Допустим, вот ваши родные и близкие, они, допустим, еще пока не верят, когда вы им что-то предлагаете. Да? Допустим, вы им предлагаете бизнес, а они думают, а какой ты бизнесмен? Ты же вчера у меня 1000 рублей просил в долг. Мы с тобой забыл, что ли, вчера вечером с одной тарелки борщ ели. Ты кого там, куда тебя занесло, давай я тебя спасать буду. И вот новички вот с этим постоянно сталкиваются, когда там родных, близких, там друзей сразу же начинают, скажем так, неправильно мотивировать в бизнес. Вот. И с этим постоянно все сталкиваются. И, допустим, человек предлагает продукты, которые он уже убедился, что они работают, своим родным и близким, да, а сам пока не соответствует какому-то там продвинутому такому прям здоровью. И он кому рекомендует, а у него родственник лучше выглядит, чем он. И он такой сразу, он же не будет верить, скажет, ты что мне там что ты мне предлагаешь образно, я сейчас там сам там тебя научу там чего-нибудь там. Иди он в лес, собирай землянику, натуральные огурцы, он на грядке растут тоже. Вот, кто с этим сталкивался? Да, многие. Вот. И здесь нужно подключить эффект третьего лица. И вот эффект третьего лица работает очень хорошо, как вот эти вот чаты. Если человек, допустим, не умеет пока там общаться, контактировать, то есть как ему продвигаться? Да вот просто-напросто использовать, следовательно, что вот эти вот 2 чата. Чат по здоровью и проект будущего. Вот. Как я это делаю? Я беру, допустим, вот, добавляю
одного участника, допустим, в группу вот, по здоровью твоей семьи. Следующий этап, я перехожу в личку и записываю ему аудио. Вот. Какой записываю? Допустим, привет, мамуль, я тебя добавил в группу чат здоровья. В этой группе уже 60 тысяч участников. В этой группе постоянно информация от профессоров, академиков, магистров, то есть про долголетие. То есть очень много секретов, которые я никогда не знал. Вот. Они там проводят видеочаты, дают очень полезную информацию. Вот так вот. И придайте значимость информации, и кто ее дает, чтобы они были, эти люди, значимыми. Вот. И в конце проговаривайте: слушай, будь в этой группе, следи за информацией, я сам в ней нахожусь, добавил всех своих родных и близких туда. И если у тебя будет какая-то информация, не информация, а, допустим, какие-то вопросы, что-то еще, то ты можешь мне написать, и я отвечу на эти вопросы. Давай с группы не выходи, следи за информацией, группа крутая, я тебе настоятельно рекомендую. Все. Когда вы проговорили такие вещи человеку, он, скажем так, вероятность 80%, что он останется в этой группе, и вероятность, скажем так, процентов 50, что если его что-то заинтересует, он напишет вам. Потому что каждый человек – это не собака на привязи, он, в принципе, то, что мы добавили в группу, мы человека, скажем так, не зарегистрировали бизнес. Но когда мы будем прорабатывать весь свой список, скажем так, знакомых в Телеграме, то это будет работать. И каждый день не торопясь, можно в группу по бизнесу, в группу по здоровью добавлять человек по 10. И, соответственно, их прорабатывать. И этого человека потом в Телеграме добавить в папочку. Допустим, папку назвать там, клиенты, там, чат здоровья. И вы и в папочку в эту добавили. И потом в эту папку заходите и видите. И можете там еще потом как-то контактировать, там, чтобы не забыть. И если вы будете каждый день прорабатывать, ребят, вы не будете, скажем так, есть такое слово, выжигать свою аудиторию. То есть вы не будете, скажем так, надоедать им. И вы отработаете свою базу контактов в Телеграме таким способом. И, в принципе, это можно сделать дней за 10, 15, 20 дней, прямо проработать. И 100%, если вы будете делать, у вас придут клиенты, у вас придут партнеры именно в бизнес, которые либо купят продукты, либо зарегистрируются в бизнес, либо станут и так далее. То есть появятся клиенты, это 100%. Это один из способов, ребята. Также вы этого человека можете еще добавить потом в свой чат, если он заинтересуется, где вы каждый день делаете анонсы по бизнесу со своей личной ссылкой и также дополнительно скидываете информацию. Это как тот чат, про который я вам говорил, который должен быть у каждого партнера. Если вы будете прорабатывать каждый день, ребята, у вас людей будет постоянно нормально. То есть учитесь коммуницировать и отрабатывайте. У меня, кстати, в группе по здоровью находятся все родственники. Все вообще. То есть я всех добавляю туда. Потом мама там находится. Клиенты какие-то, которые в бизнесе когда-то были, все там находятся. И я им эфиры отправляю там и так далее, они заходят и смотрят. Так что, используйте. Я вам наглядно показал, что у меня сегодня несколько человек купили продукты, они как клиенты, а один заинтересовался бизнесом и зарегистрировался в Академии Успех Вместе. Используйте, ребята, это. Используйте. Я после нашего эфира, когда буду скидывать домашнее задание вместе с нашей записью сегодняшней, также скину текст, который вы можете отправлять дополнительно к аудио. Допустим, вы, может быть, аудио еще пока как-то комплексуете записывать, хотя зря. Можно отправлять текст. Какой текст, допустим, после добавления, я также сегодня капитанам скину, они вам раскидают по вашим группам. В принципе, сегодня такая практическая часть у нас была для Телеграма. Ребята, она была полезной. Давайте оценим с вами.
Вот. Кому вот просто понравилось именно то, о чем я сегодня говорил, и, возможно, кто-то такой информации как бы не знал. Вот. Используйте. Я думаю, что вы записали какую-то информацию, и я настоятельно рекомендую задать вопросы, кто что-то не понял, своим капитанам в группах. И вот эту вот тему по Телеграму прямо до конца разузнать. Вот у вас появился вопрос, вот прямо в своей группе, где капитаны, пишите: ребят, то, вот Николай говорил про это, я бы хотела здесь вот прямо разобраться, что-то у меня не получилось и так далее. Вот доведите Telegram до ума, сделайте его прямо удобным для себя, чтобы вы там не терялись, у вас чаты были структурированы, чтобы вы не пропускали сообщения от менеджера, наставника, куратора и так далее, капитана. Вот. Кайфуйте от процесса. Вот, чтобы чаты вас не смущали количество. И вы понимали, когда в Telegram заходите, по приоритету, что изучить, какая важная информация, чтобы не пропустить что-то. Регистрацию в Success Together, чтобы не пропустить. Самое важное, самое главное. Вот. А то пропустите. Вот. Хопа, там, допустим, в чате первой линии по формированию все, ваш менеджер написал: стартуем, кто вперед мне сейчас напишет, получит ссылку на лучшую позицию. А вы сутки не заходили туда. Ну все, что. Потом хоть обижайся, хоть не обижайся, правильно? Что сделаешь? Вот. Потом только самого себя ругать перед зеркалом. Вот. Все, благодарю. Вот такая вот у нас сегодня тематика была очень хорошая. И давайте сейчас что? Перейдем к домашнему заданию. И потом я еще доведу важную информацию после того, как я выключу запись после домашнего задания. Все, готовы? Ребят, блокнот, ручку приготовьте. Сейчас я дам домашнее задание. Итак, домашнее задание по уроку номер 5. Мессенджер Telegram. Готовы? Первое. Базовое задание. Обратная связь в группе с капитаном голосом. Ребят, в группе с капитаном. В группе с капитаном голосом. Учитесь голосом коммуницировать. И хорошая обратная связь, она состоит от именно то, что вы для себя поняли, то, что вы для себя приняли. Вот это вот очень важно. Не старайтесь там прямо выдать там что-то прям такое. Вот просто своим простым языком расскажите, поясните и так далее, и так далее. Это будет полезно для всех, потому что, возможно, этого кто-то не услышал, а от вас это услышит. Вот. Учитесь, потому что аудио и видео сегодня формат – это самый, скажем так, высокий коэффициент привлечения доверия ваших клиентов и партнеров в бизнес. И вот каждый день учитесь коммуницировать, свою мысль выражать в аудио и, соответственно, в видео. Первое задание – обратная связь в группе с капитаном голосом. Второе задание – организовать папки и структурировать чаты по приоритету. То есть первая линия, потом сделать блокнот личный, то есть создаете группу, допустим, и, следовательно, что добавляете ее по приоритету. То есть важно, супер важно, первая линия и так далее. То есть наведите порядок в своем Телеграме. Вот, это домашнее задание. На него мы, в принципе, дадим несколько дней, я сейчас вам расскажу. То есть второе задание – организовать папки и структурировать чаты по приоритету. 3. В принципе, так, ну, третье задание будет, знаете, какое? Добавлять минимум по 10 человек в группу «Бизнес и здоровье» по алгоритму. Так, домашние задания я все скину. Первое задание – это обратная связь в группе с капитаном голоса. Второе задание – организовать папки и структурировать чаты по приоритету. И третье задание – добавлять минимум по 10 человек в группу «Бизнес и здоровье» по алгоритму. Попробуйте это сделать до следующего задания, и увидите, как это работает. Вот. Ну и в принципе, давайте еще четвертое задание дам. Создать группу личную для заметок. Вот. Создать группу личную для заметок. Как это делать? Давайте я вам покажу.
Вот, смотрите, заходите в Telegram, нажимаете «Создать группу» и, допустим, как группу... Вот, смотрите, допустим, я ее называю «Ролики», «Видео». Оп, далее. И для того, чтобы группа создалась, нужно добавить какого-то контакта одного. Все, берете вот так вот, группу создали, вот, смотрите, все. И вот так вот можно, смотрите, раз ее добавить в папку. Вот, видите, вот у меня папки. И добавляете, вот так вот структурируете. А потом, допустим, вы одного человека туда добавили, вы его можете вот так вот зайти и удалить из группы. Все. И у вас будет как папка избранная. Смотрите, у вас будет папка избранная, вы там будете один человек. Вот. А для того, чтобы ее создать, нужно добавить одного человека. Но после того, как вы ее создали, можете удалить этого человека. Круто? Круто. Мне, в принципе, группа эта не нужна. Потом подумаю, как ее удалить. Вот. Ну вот, в принципе, я вам наглядно показал, как создать, допустим, группу и сделать, скажем так, как папку избранная, буквально несколько вот таких групп. Можно назвать ее заметки личные, ну, допустим, там тексты в социальной сети там и так далее, что-то, какую-то важную информацию туда скидывать. Потом ролики, видео, потом, допустим, фото личные, допустим, там для бизнеса, фото для Инстаграма, там, не знаю, фото семьи, не знаю, там. Понимаете, вот можете хоть создать несколько и использовать, потому что это must-have, как удобно. Переходите, вот у меня, допустим, мои фото Иркутск бал. Смотрите, у меня даже фото с Иркутска с бала, смотрите, все в папочке находятся. Я за считанные секунды, ребят, зашел, это нашел. Далее. Информация по новым продуктам. Смотрите, надо же быстро отправить информацию по новым продуктам кому-то. Хопа, у меня, смотрите, информация по новым продуктам. Вот. Далее. Личный результат продукт, смотрите. Вот. Вот он, личный результат продукт папочка. Ребята, вообще удобно, то есть мне, если надо информацию кому-то быстро скинуть, я беру и скидываю. Что здесь еще? Ролики по Fuel Gift, допустим, вот у меня тоже там, хопа, там ролики. Все, вот я быстро могу информацию отправить человеку. То есть мне кому-то отправить информацию, это считанные секунды, потому что у меня все под рукой. И тем самым я ускоряю бизнес, ребята. Вот. А ускорение бизнеса – это самый важный такой вот момент у нас. И максимально автоматизировать эти действия. Вот. Итак, по домашнему заданию все понятно. 4 домашних задания. Вот. В принципе, действуем. Капитаны все доведут эту информацию, которую нужно довести. И, скажем так, все будет окей. Вот. Я сейчас запись, ребят, выключу, и мы еще с вами пообщаемся буквально несколько минуточек. Хорошо?